На сцене не просто представление, а целая история жизни ингушей, жителей башен, как строились каменные великаны, шили национальный орнамент. Все это целое искусство, национальное достояние. День рождения родной республики, четвертьвековой юбилей – это праздник общий и личный для каждого. И по сей день стоят те башни. И, как говорят, те камни до сих пор повторяют слова древней легенды. Пускай бегут и бегут года, а вов они разобьются. Ты помни одно: уходит вода, камни остаются. В один миг сменяются не только декорации, но и целая эпоха. На сцене пестреют белые, зеленые и красные полотна. В руках у каждого частица большого символа. Так рождается ингушский флаг, как и ровно 23 года назад. В ясное небо устремляются трехцветные шары, как символ бесконечности и светлого будущего региона, которое за молодежью. Поддержать и поздравить народ со значимым событием приехали и представители федеральных органов власти, и главы соседних регионов. Здесь же зачитывают поздравительный адрес от руководителя страны Владимира Путина, председателя правительства Дмитрия Медведева, а также председателя Совета Федерации. Поздравляю вас со знаменательной датой, 25-й годовщиной образования Ингушетии. Около 2,5 столетий судьба Ингушетии тесными, нерушимыми узами связана с Россией. Многие поколения ваших предков вместе с другими народами писали яркие строки в историю Отечества, созидали его могущество, защищали от врага. Отрадно, что вы с глубоким уважением относитесь к заветам отцов и дедов, свято чтите традиции дружбы, взаимопонимания и любви к Родине, бережете свою самобытную культуру, язык и обычаи. Важной вехой в жизни Ингушетии стало принятие 4 июня 1992 года закона об образовании Ингушской республики в составе Российской Федерации. Прошедшие четверть века по праву считаются периодом эффективного развития социально-экономической и гуманитарной сферы региона, укрепления его безопасности. И сегодня в республике последовательно решаются серьезные, востребованные временем задачи, направленные на поддержку малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций, создание современных рабочих мест, повышение благосостояния людей. Успешно реализуются крупные проекты в агропромышленном и строительном комплексах. Ведется активная деятельность по формированию туристического кластера. Желаю вам новых достижений, мира и всего наилучшего. С праздником! Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Дорогие друзья, несколько слов от себя. Дорогие друзья, соотечественники, уважаемые жители Ингушетии. Четверть века назад Ингушетия обрела государственный суверенитет в составе Российской Федерации. Сложились эффективные взаимоотношения с федеральными органами государственной власти. Успешная реализация федеральной целевой программы социально-экономического развития республики позволила Ингушетии сделать заметные шаги вперед в развитии экономики, культуры и образования. Республика по праву гордится вкладом земляков в славную историю России и свято чтит память об их ратных подвигах. Это верность присяге бойцов легендарной дикой дивизии. Это стойкость ингушей, защитников Брестской крепости. Это мужество и храбрость сынов республики, защищавших интересы страны за ее пределами. Состоявшись как полноправный субъект Российской Федерации, республика сегодня занята созидательным трудом. Строятся новые школы, детские сады, спортивные залы, создаются современные предприятия. Ингушетия уверенно смотрит в будущее. Не сомневаюсь, инициатива, энергия и целеустремленность руководства и жителей республики позволят Ингушетии добиться новых успехов
на благо своей малой родины, на благо нашей великой России. Желаю Республике Ингушетия и всем ее жителям счастья, процветания и всего самого наилучшего. С праздником вас, дорогие друзья! Распоряжение президента Российской Федерации. За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Евкурова Юнусбека Бамангеревича, главу Республики Ингушетия. Служу Российской Федерации и родной Ингушетии. Для поздравления жителей Республики Ингушетия от председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева приглашается министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Лев Владимирович Кузнецов. Добрый день, дорогие жители Ингушетии. Телеграмма. Председатель правительства Российской Федерации. Главе Республики Ингушетия Юнусбеку Бамангеревичу Евкурову, жителям республики. Уважаемый Юнусбек Бамангеревич, дорогие друзья, примите мои сердечные поздравления со знаменательной датой – 25-летием со дня образования республики. Уже четверть века Ингушетия развивается как самостоятельный регион в дружной семье братских народов нашей многонациональной страны. За этот небольшой по историческим меркам отрезок времени здесь произошли заметные изменения в экономике, успешно реализуется немало инвестиционных проектов в промышленности, аграрно-промышленном комплексе, строительном комплексе. Возводятся новые школы, детские сады, поликлиники, дома культуры, благоустроенное жилье. Растет и преображается столица республики, город Магаз. С каждым годом он привлекает все большее число туристов, которые ценят кавказское гостеприимство, уникальные культурные традиции, ингушский фольклор. Благодаря вашему труду республика занимает лидирующие позиции среди самых динамично развивающихся регионов страны, где комфортно жить, учиться и работать. Уверен, что вы и впредь будете делать все необходимое на благо Ингушетии и всей России. Желаю вам крепкого здоровья, процветания и всего самого доброго. Дмитрий Анатольевич Медведев. 25 лет – совсем немного, но за это время регион сумел добиться хороших показателей в социальном и экономическом плане, занимает лидирующие позиции по реализации различных целевых программ. Не раз сказано, впереди еще большие победы, и к реализации всех намеченных планов и идей народ и власть должны подходить с огромным желанием и патриотизмом. Всей душой, всем сердцем. Но, знаете, нельзя не отразить тот факт, что мы находимся на прекрасной земле. Очень достойные люди, красивые дети. Очень хотелось бы, чтобы, как в этом представлении, которое нам показали, чтобы вода невзгод и несчастья всегда уплывала с этой земли, а камни радости всегда оставались. С праздником, с Днем Республики! Ведь на самом деле сила и мощь российского государства заключается в первую очередь в крепкой дружбе между российскими регионами. И сегодня такая дружба у нас между крымчанами и Республикой Ингушетия существует. При этом нас связывает сегодня с Юнусбеком Бамангеревичем не только отношения как глав субъектов, а и личная дружба. Хочу сказать, что как раз это является основой и залогом успеха развития наших отношений. А жителям Республики Крым хочу сказать огромное спасибо и поблагодарить вас за помощь, за поддержку, которую оказали все наши субъекты в крымской весне, и особенно Республика Ингушетия. Поздравить вас с праздником, пожелать жителям мирного неба над головой, крепкого здоровья. Дружеские отношения и деловое взаимодействие всех глав СКФУ – это еще одна возможность вывести на новый уровень не только один регион, но и Кавказ в целом. Эта идея уже приносит свои плоды. Часть мероприятия разбавляет выступления как ингушских артистов, так и из других республик.
Самое красочное завершение вечера – праздничный салют. Дорога длиной 25 лет пройдена достойно. Следующий юбилей республика без сомнения встретит с новыми достижениями и покоренными вершинами. Индира Манкиева, Новости 24.